Итак, значит, я вот хотела еще на одном моменте поподробнее, потому что про уровни оно звучало так или иначе, да, но как бы я теперь уже хотела собрать задачки, показать именно по уровням, чтобы описание, чем отличается, да, вот несколько заданий как бы одного уровня грамотности, чтобы вы видели, да, что они могут быть разными, но тем не менее. Вот, поэтому посмотрим. Смотрим опять задание ПИЗа. Значит, вот в основу всего как бы концептуально, да, положены были вот этих вот всех уровней, да, так вот теоретически как бы. Вот это вот выделение таких основных критериев, да, от чего зависит, от чего может зависеть уровень математической грамотности. Ну вот первый, например, математизация, да, то есть это способность к переводу ситуации на язык математики, да, и какое-то вот создание математической модели. Второе – репрезентация. Это способность к работе с различными способами представления математических объектов, да, вот основных по них понятий. Ну, просто вот концепция числа, буквы, графики, понимают это. Вот это здесь как бы они так назвали, да, это концепция ПИЗа, они считают вот эти параметры. Описание какие-то математических моделей, да, одну задачу можно использовать для решения арифметическую модель, геометрическую. Вот это как бы под словом репрезентация, да, как эта ситуация представлена с точки зрения математики. Формализация, вот видите, факторы, отвечающие за способность распознавать, использовать математические понятия, термины, символику, насколько так вот формальным языком ребенок владеет, какими-то формальными операциями. То есть, ну вот формальные процедуры, формальные понятия, да, если они встречаются, если они важны вот для разрешения этой ситуации, то они здесь, вот этот параметр, значит, будет как-то работать, и, соответственно, он влияет на уровень. Коммуникация – это работа с информацией, различные способы представления. Рассуждение и аргументация – это понятно, это логические какие-то конструкции, все сюда вот попадают под эту категорию. Разработка стратегии, ну, это прежде всего составление каких-то планов решения задачи, как мы бы сказали, или какие-то еще иные последовательности действий, если они там есть. Ну, вот самая простая стратегия – это план решения задачи, исполнение каких-то алгоритмов и так далее. Вот это разработка стратегии, то есть план, как решить задачу, собственно говоря. Вот там, где это надо описать, выстроить это, ну, там это вот будет проверяться как бы уже таким образом. Ну, и инструментальность – это, да, владение каким-то математическим инструментарием, в данном случае, наверное, калькулятор вот теперь в нее попадает, может быть, еще там с графиками какими-то, если они будут добавлять инструментальности, да, пока ее не так много здесь получается. Но это как бы общая картинка, да, они попытались ее нарисовать, чтобы потом вот понимать, откуда берется. Да, вот естественный же вопрос, откуда уровни берутся, как их, вот эти параметры они выделили, соответственно, каким-то образом, уже не знаю как, да, они там задавали какие-то там вот изменения, баллы за это, да, чтобы смотреть, насколько тот или иной критерий как бы участвует, ответственен за выполнение того или иного задания. Ну и в дальнейшем уже, как бы я уже говорила, да, что дальше как бы после этих описаний идет сначала предварительная какая-то, как бы, вот, скажем, когда они присылают задания, смотрят, там вот как у нас тоже мы делаем, там низкий, средний, высокий уровень, изначально экспертно как бы оценивается, а вот уже после того, как проведена статистика, когда видно, как выполняют, да, и вот уже как-то накладывается вот на то, что там зарыто в эту историю, да, историю этой задачи, вот уже тогда возникают какие-то вот эти вот уровни, начинают уже как-то проявляться. Я не могу сказать там в баллах, как это будет выглядеть, где эти границы там по этой шкале, как бы, ну вот это кухня, часть кухни они открывают где-то в научных статьях, где-то пишут, еще что-то. Ну, конечно, какая-то часть кухни закрыта.
и как это они делают. Значит, соответственно, вот есть описание уровней чуть подробно, но вот здесь на этом слайде я как бы общее сложила, чтобы вы видели, как происходят, какие изменения от уровня к уровню, да, вот я как показывала этот слайд, ну и здесь, может быть, чуть поподробнее, да. 6-й уровень. Значит, конечно, это какая-то сложная проблема, которая требует исследования, моделирования, какой-то, может быть, неизвестный, непонятный, нетипичный контекст, там, может быть, разные какие-то источники информации или форма представления вот тех данных, которых есть, да, там формула, число, еще там что-то, может быть, график, да. Она потребует создания какой-то новой собственной стратегии, потому что ясно, что у ребенка нет стратегии для решения этой задачи, и он должен здесь это все делать, соответственно, рассуждать, где-то интуицию проявлять, в общем, вот, и еще он должен будет это все написать, соответственно, как бы правильно, грамотно вот это вот аргументировать в письменной форме, это все сделать, да. 5-й уровень, тоже сложная проблема, тоже понятно, как бы модель какую-то там можно нарисовать, да. Там могут быть ограничения, какие-то допущения в этой модели, да, но нет вот этого компонента, как бы уж прям совсем все нетипично, неизвестно, исследовать что-то, да, ну, помните, значит, я говорила, что 6-й вот это вращающаяся дверь, да, 5-й это вот парусные корабли там, да, вот здесь на уровне этих двух задачек это можно легко себе представить. Тоже могут быть разные стратегии, не обязательно там, что один путь какое-то решение, и ребенка могут попросить несколько там сделать, это не важно. И источники информации тоже могут быть и не единственными. В общем, вот эта история, она как бы вот на этом уровне, ну, чуть меньше что-то такое, вот меньше креативности, меньше вот каких-то таких вещей, да, свободы владения этим материалом, видите, что уже такая чуть меньше свободы. 4-й уровень тоже как бы модель четкая, определенная, да, то есть без всяких уже каких-то там сложностей, нетипичностей, что ли, да, то есть она может быть сложная, но конкретная, определенная, достаточно понятная ситуация, да, и ограничения там, может быть, тоже они легко понимаемые, да, они накладываются, или ребенок сам их легко понимает, ограничения. Но имеется в виду те естественные ограничения, которые возникают, да, если мы автобус заказываем на группу детей, да, я говорю, их же не может быть 4,5 автобуса, да, вот это как бы, ну, вот такого уровня, это ограничение, да, оно легко понимаемое, там, 2,5 землекопа или что-то еще, вот таких ситуациях. Вот, они естественные, то есть, может быть, даже ребенок и сам не отдает себе отчет, это, ну, у него это получается естественно, да. Для кого-то, естественно, написать 4,5 автобуса, ну, вот, значит, как бы вот тут с ограничениями у него что-то не работает. Вот, тут также как бы с информацией, потому что всегда много информации, вы видели, что рисунки какие-то, да, всегда текст и рисунок, ну, чаще всего, да, поэтому тут тоже это как бы может быть информацию нужно и текстовую считывать, и где-то с каких-то графических форм представлений, интерпретацию какую-то, да, и также на 4-м уровне могут потребовать объяснений, аргументов, то есть это тоже как бы от ученика может потребоваться, но, конечно, уже не в том объеме и не в том виде, как это делалось вот на 5-м или на 6-м уровне, где какие-то вот большие достаточно развернутые такие решения могут быть. Но вот видите, что 3-й уровень – это уже четко описанные процедуры, да, то есть вот этот вот уровень как бы снижается, да, вот все становится более простым, становится все более четким, модели простые, методы простые, ну, да, там могут быть тоже различные источники, но рассуждения, конечно, нужны, но они прямые, такие естественные, элементарные интерпретации, видите, уже на 3-м уровне, даже уже на 3-м уровне слова, видите, простые, элементарные, вот, уже такими словами все описывается. Очень интересный момент здесь возникает, что предметные навыки попадаются вот единственный раз у них в описании, они здесь это как бы указывают, да, что на 3-м уровне ребенок, правда, аккуратно как-то так сказано, да, что, ну, типа он может справляться, имеет шанс справиться с действиями с рациональными числами, да. То есть они не утверждают, что на этом уровне он должен любыми действиями с рациональными легко владеть, ну вот так. Нигде больше, видите, никаких предметных результатов нет,
Вот с чем это связано, не знаю, но на самом деле, ну, как бы мне помогает понять вот уровень, да, и насколько мы не ощущаем сложность наших заданий, которые мы даем, насколько это детям сложно, даже на уровне программы, в данном случае предметные результаты. Я очень часто тем приходится говорить, а вот в ПИЗе, да, то есть вот пороговый уровень, единственный источник, там, да, второй, единственная форма представления, то есть уже вообще все единственное, стандартное, да, и ограниченное. И вот здесь он владеет натуральными числами. И этого достаточно. Чтобы достичь порогового уровня, да, достаточно, в общем, начальной школы. Да. Ну, это как бы уровень вот такой, мирового стандарта, да, но вот это мы должны понимать, да, что на самом деле переход от одного множества чисел как бы к другому, да, он тем самым как бы повышает уровень уже математической грамотности ребенка, да. Хотя мы как бы не отдаем себе отчет, да, но вот это, что это сложно, это нужно понимать, с этим нужно работать, ну вот так, да. И пороговый уровень – это всего лишь действие с натуральными числами во всем единственном, прямом и так далее, без всяких там прикрас, без всяких моделей, источников и без всего, да, в одну строчку. Ну, первый уровень – знакомые контексты, вся информация, все есть, ничего искать не надо, прямо в явном виде в задании она дается, прямые указания могут быть там какие-то, да, ну вот такая как бы история. Вы видите, как видите, да, большой уровень, 5-й, 6-й, насколько это как бы вот, если ребенок достигает это, насколько это такой вот уже человек, который действительно может и сам учиться, познавать что-то, да, воспринимать окружающий мир, да, вот это уровень уже такой высокий, к которому, конечно, хотелось бы стремиться. Давайте пройдемся конкретно по уровням и посмотрим еще все-таки вот 6-й уровень, я так покажу, что там, да, вот описание есть. Это вот, ну, то, что я сказала, оно более развернутыми словами, просто презентации вам все остается в качестве учебных материалов, поэтому вы дальше можете уже сами это все более подробно вчитываться. Я в более такой форме вот сейчас концентрированной говорю. Ну вот да, он способен и осмысливать, и обобщать, и использовать все, что угодно, и математически излагать, и интуиция даже у него есть какая-то, и все такое, да, что позволяет его решать. И даже над своими действиями он может размышлять, комментируя как-то вот то, что он делает. Вот, это 6-й уровень. Пример мы с вами рассматривали такой задачи, вращающаяся дверь, вот именно, собственно, там, где про то, как она устроена, чтобы не было сквозняка. И кто-то спрашивал меня про количество таких заданий именно в тесте, какую они долю занимают. Ну вот долю я не посчитала, но вот сейчас можете зафиксировать себе по ходу. Вот смотрите, значит, 6-й уровень, 8 заданий. В тестах 2018 года таких заданий было 8. Можно на весь тест, да. Спросить? Ну, понятно, что и на первом уровне, и на 6-м могут быть задачи, которые стоят 1 балл. Да, а да, это идет какой коэффициент? Когда они в общее количество баллов. Не, про формулу ничего не скажу, как оно все пересчитывается. Конечно, пересчитывается. Конечно, они на 1000-бальную шкалу, нет, ну это примерно так, как я пытала у нас разузнать в ЕГЭ, как эту формулу переводят в 100-бальную шкалу. Нет, формулы хранят в секрете. Да. Ну, есть это математика, да, потом у нас оказалось, что у нас там ошибка какая-то в формуле, математики наши там устраивали разбирательство по этому поводу. Ну, в общем, ошибку исправили, да, но потому что это, да, чистая математика, как и вот из этих сырые баллы переводятся на какую-то шкалу, там, 100-бальную, 1000-бальную, да, это есть на то методы специальные. Вот. Помните эту задачу, да, не напоминаю, да. Помните, наверное, вот сюда же относится к 6-му уровню, гараж мы тоже с вами разбирали, да, помните? Да. Вот, да. То есть она немножко как бы другая, но все равно много здесь чего требуется. Действительно хороший, приличный уровень тут, да. Столько нужно даже глазами стрелять направо, налево. Тут данные взял, там, тут посчитал, Пифагора не забыл. В общем, вот тоже это 2-й уровень, да. Да, про балл вы видите, что там 1 балл, здесь 2 балла. Вот.
такая задачка. 5-й уровень, да, ну, как я сказала, что модель немножко как бы упрощается, она более, что ли, становится более понятной, более определенной, хотя тоже как бы сложная задача, но вот, в этих, ну, как бы в статистику не входило, потому что более ранние задания, связанные вот с парусами как раз, но тем не менее, вы помните, и решение там достаточно такое серьезное, да, и план надо составить, а план – это стратегия, да, то есть столько действий совершить, это как бы, и потом еще округление. Вот достаточно много таких мелких, как бы мелких моментов математических, но каждый из них требует достаточно высокого как бы уровня вот математической культуры и понимания вот этого всего. Вот, 10 заданий, видите, вот 5-го уровня уже 10. Ну, может быть, кто-то посчитает, записывает, чтобы сказать там сколько. Все, потому что я не посчитаю. Ну, хотя приблизительно, потому что там какие-то, да, может быть, задания. Ну, вот как доля. Но это легко будет видно, да, что количество заданий увеличивается. Вот. Понятное дело, что таких заданий, как вот этого 6-го уровня, это мало кому нужно, да, кто их доходит, кто их реально решает. Поэтому их много не надо. А надо много заданий как бы средненьких таких, да, вот. И вы это увидите, что их будет больше, а таких легких заданий тоже там будет уже, наверное, не так много. Хотя сейчас посмотрим, уже, честно говоря, не очень помню. Вот это задание, которое я сказала про парусные корабли. Что еще на 5-м уровне? Ну, вот задача, которую я не показывала, да, подъем на гору Фудзия, да. Есть пешеходная тропа некоторая, вот пешеходам нужно вернуться, пройдя 9 километров наверх и спустившись потом 9 километров вниз, вернуться к 20 часам. Да? Ну вот некто Тоши прикинул, что он может подняться со средней скоростью 1,5 километра в час, а спускается он в 2 раза быстрее. Да? Ну вот, собственно, тогда вот если с такими скоростями, в общем, нужно просчитать время, да, начало, и самое позднее время, когда Тоша может начать свой подъем, чтобы вернуться к 8 часам, да. Ну, в общем, понятная задача такая, да, но, вот, конечно, она требует достаточно тоже высокого уровня вот знания, такой же абстрактной, в общем-то, формальной, как такой математики, но в частности средняя скорость, да, вот тоже эти понятия тут, когда возникают, но здесь все отдельно, он просчитывает одну скорость, другую, там, да, время определяет, да, ну, не, одна дана, вторую нужно найти, время нужно найти, да, вот такого задания, это 5-й уровень, да, это 5-й уровень. Это не ваша задача? Нет, это я показываю только ПИЗу, да, только ПИЗу, да. Это как бы, чтобы вот у вас прицел был настроен, прицел здесь не сбиваю. Это задание только ПИЗа, это их 5-й уровень, да, то, что они, да, показывают. Вот. Потому что здесь как бы тоже модель нужно понять, да, вот этого, что происходит со скоростями, эту зависимость нужно знать. Поэтому, как я понимаю, вот это такой уровень. 4-й уровень, да, ну, тоже, да, 22, здесь уже будет задачи такие, видите, ну, понятно, что здесь же больше детей будет их решать, поэтому нужны задачи разные, чтобы их дифференцировать хорошо, вот. Посмотрим, что, да, мы с вами разбирали вращающуюся дверь, здесь вот вы, наверное, помните, да, вот это вот 3-я последняя задача, количество считать, да, там, где все надо умножать, обороты, люди, все смешалось. Вот такая задача, это уже 4-й уровень, но представляется именно, что модель более простая, более понятная, да, вот если с 5-м уровнем сравнить, все-таки вот все эти идеи со скоростями и зависимостями, это более туго воспринимаемая вещь, да, а здесь как бы вот это увеличение количества, да, ну, неважно, время, там, люди, вот все равно, да, вот эти переводы, ну, вот это получается, что оно как бы более низкого уровня задача. Садовник отнесен сюда же к этому 4-му уровню, да, вы помните, что мы тоже разбирали его, вот, хотя видите, что тут как бы 4 разных рисунка, да, вот их надо сравнивать, разные подходы, но, в общем, они достаточно как бы понятны, да, они изучаемые, может быть, где-то и в школьных учебниках что-то похожее есть, ну, уж во всяком случае прямоугольник, это понятно, да, но вот что-то из этого идеи какие-то есть, да, поэтому
относит к 4-му уровню эту историю. Вот еще одна задача 4-го уровня, тоже не показывала, не знаю, видели, да, какая машина. Вот Кристина получила водительские права, хочет купить себе машину. Вот на нее какой-то выбор, есть 4 автомобиля, характеристики их данные, год выпуска, цена объявленная, расстояние, там она подержанную машину покупает, да, объем двигателя. Вот третий вопрос здесь. Кристине придется заплатить дополнительно 2,5% об объявленной цены машины в качестве налога. Сколько Z составляет дополнительный налог на машину Альфа? То есть абсолютно конкретная, да, задана машина, задана. Смотрим в этот столбец, ищем, где там цена, 4800, да, и нужно 2,5% от 4800 найти, да, ну и вот объявить, да, и это ответ, да. Это был вопрос, и это был на него ответ. Вот, и это 4-й уровень. Кажется, что легко. Нет, это не 22 задачи на ученика, да, это вот во всех тестах 22 задачи, понимаете, да, как бы тут это про другое. Да. Я понимаю, что кажется очень легко. Когда вы начнете это делать с детьми, вы все поймете. Да. Ну, потому что, почему 4-й уровень, да, можно посмотреть описание, давайте посмотрим, да, вот как бы поняли, да, табличка, найти информацию, 2,5%, да, то есть это вот эти проценты это уже третий, не меньше, да, мы помним, что там забито, вот сейчас я отрулю сюда, да, что у нас, как бы, чтобы здесь, если, да, определенная модель, ну, сложная может быть, потому что там 4 выбора, еще что-то. Конкретное, ну да, ограничения какие-то, ну, вот здесь, может быть, нету, нет, ну вот, да, разные формы, потому что там в текстовой части проценты заданы, в таблице мы выбираем информацию, да. Вот. Но объяснение аргументов здесь не требовалось, как бы, да. Нет, это не факт, что все должно входить, да, но как-то вот общий перечень из того, что. Потому что, например, может быть, по какому-то одному из этих параметров действительно там же как бы тоже их можно какую-то детализировать, да, и это будет прям вот высокого уровня. Вот в результате может оказаться. Ну, я подозреваю, что это проценты, просто вот тут сами проценты, а они добавляют сюда вот. Да, это все идея процентов, да. Может быть, умножение. Нет, во-первых, это еще 2,5%, да, это же не 2 даже, да, десятичные, да, соответственно, действие, да, этот вот перевод туда, да. Просто даже если человек умеет находить, вычислять проценты, да, а не очень хорошо, да, а там с нулями 4,800, и вот он эти запятые попутает там. Да, ну, как всегда, как это бывает у нас, мы знаем, да. Поэтому вот, видимо, вот этих вот ошибочек здесь может быть много. Потому что, конечно, вычислительная культура здесь должна быть вот приличная, да. Это хороший уровень. 2,5% от 4800, это, да. Не знаю, какой процент детей, вот, даже там 7-8 класса спокойно просто вот так скинуть. Я пыталась проверять это, конечно, да. Вот, соответственно, 4-й уровень, да. 3-й уровень. Вот видите, да, самый как бы востребованный у нас получается 4-й уровень, ну, по количеству заданий, да, видимо. Может быть, ну, я бы не искал, но вы увидите, да, если посмотрите, там как бы, может быть, можно на что-то ориентироваться, как бы, да. Ну, конечно, все это приближенно, но понятно, что какие-то отношения легко здесь можно составить, да, посмотреть. Вот, 3-й уровень, напоминаю, да, что вот здесь начинают они демонстрировать, вот у них написано, некоторую способность справляться, вот здесь они демонстрируют некоторую способность, но вы видите, что на 4-м уровне, да, способность уже нормальная, конкретно, из десятичные проценты уже идут, поэтому, ну, видимо, здесь некоторую способность они демонстрируют, вот это вот все, да. Пропорциональности, как бы, да. Ну, может быть, они тем самым говорят о том, что действительно самые простые какие-то случаи здесь рассматриваются, потому что вот нагромождений в реальной жизни, да, может быть, именно вот вычислительных, может оказаться достаточно много. Вот, из заданий помните, да, что это у нас
первый вопрос, да, это было где просто вообще вопрос, да, здесь, видите, про величину угла. Ну, здесь не про проценты, но тем не менее величина угла, да. Вот круг 360 градусов разделить на 3 части, вот как бы такое знание, да, здесь требуется на третьем уровне. Еще задачки, вот из той серии «Какая машина», да, Кристина там покупала, вот вопрос, у какой машины наименьший объем двигателя? Ну, понятно, я могу вернуть, да, видите, у какой машины наименьший объем двигателя. Вот последняя строчка, ну, правда, тут десятичные, да, соответственно, сравнение десятичных идет, что как бы вот и они должны эту некоторую способность продемонстрировать, да, наименьший, да, вот, да, чтобы выбрать, они, да, должны как-то, хотя тут, в принципе, точно, да, тоже достаточно, как бы, не самый сложный выбор, из 4 могли бы, да, ничего тут. Вот, это третий уровень, вот эта задачка. Значит, про Тошу того же, который все шел на гору Фудзи. Теперь он идет, шагомер взял для подсчета своих шагов во время ходьбы по тропе. Вот он взял, его шагомер показал, что он сделал 22 500 шагов по дороге наверх. Оцените среднюю длину шага, пока он прошел эти 9 километров. Ну, собственно, тоже одно действие вычислительное, да, но вот в результате все-таки требуется перевод, да, либо какая-то потом интерпретация, да, потому что все-таки дайте ответ в сантиметрах. Да, здесь указано, да, соответственно, они от 9 километров как-то должны добраться до сантиметров после деления, или они будут переводить 9 километров там во что-то сразу в сантиметры, или как бы вот во что-то еще, да, ну, то есть здесь требуется такая вот вычислительная какая-то некоторая культура и размышления от ученика, как ему сделать, да, потом это все требуется разделить, вот, и получится там он 0,4 метра, да, ну вот я получила, разделила, и потом перевести в сантиметры, если там вот он тоже, как бы, вот я посчитала в метр, а потом перевожу в сантиметры. Вот, тоже требуется определенная культура, потому что, с одной стороны, как бы хочется деление себе упростить, да, сделать более прямо, с другой стороны, не запутаться потом быть. Вот какие-то тут есть нюансы вот в этом выполнении этих действий есть. Вот третий уровень. Второй уровень пороговый, да, что же хочется, а вот здесь как раз заданий больше, 16, да, вот это наша теория, она немножечко не сработала, да. Ну, потому что, по идее, да, вот оно не может туда сильно уменьшаться, потому что главное пороговое преодолевать, да, все-таки тоже тут важно, ну, не знаю, почему так. Может быть, это специфика теста еще, поэтому я говорю, это приближенно, но ориентироваться можно все-таки, да, что, как я и говорила, что сложных побольше, прям уж совсем поменьше, совсем уж простых тоже немного это нужно, они никого не будут дифференцировать и ничего не покажут там, да, вот что мы хотим. А вот как бы вот таких разных, да, в середине то, что находится. Но пороговые должны быть больше, для пороговых должны быть больше. Может быть, из этих соображений, они как бы определяя пороговый уровень, да, они на нем дают и много заданий, да, потому что это, конечно, важная категория, да. Ну вот какие-то контексты он должен распознавать, информацию извлекать, стандартные алгоритмы должен уметь применять. Но вот еще я говорю, вот у них ну, целые числа, да, но там на уровне натурально вообще все действия идут, этого не видела. Грамотно интерпретировать полученные результаты. Да. Вы помните, наверное, что к этим вот низким вот этим заданиям продажи компакт-дисков, да, вот это вот второй вопрос здесь был про сравнение, да, вот. Нет, я его не это самое не удалила, наверное, да, где надо было сравнить, две у одной падала группа, у второй поднималась, вот можно было когда-то в каком месяце. Да, я пойду сюда, вот вы должны помнить, да. 4 группы продавали диски, и там ну, вот второй вопрос – это сравнить 2 группы. У одной падали продажи, у другой поднимались. Да. То есть, да, вот смотрите, тут как бы тоже
даже на втором уровне, это непростой вопрос, а считывание все-таки вот в части статистики, если там, как бы, нам кажется, простоватые задачи, да, может быть, как бы вот с нашего взгляда, да, то с точки зрения статистики вот здесь нет на простое считывание, они будут уровня ниже, да, вот этого порогового. Вот, ну вот тоже про ту же Фудзи и про того же этого самого, тут без мальчика, потому что гора Фудзи, вот она открыта для подъема с 1 июля по 27 августа, в течение этого времени на гору Фудзи поднимается около 200 тысяч людей. Сколько примерно в среднем поднимается на гору Фудзи каждый день? Ну вот понятно, что здесь просто надо посчитать вот количество дней, не забыть там, где сколько, что они разные, да, вот, ну, хотя на результатах это, как я понимаю, не может отразиться, судя по тем самым, по выбору, который там дан, да, но тем не менее, да, ребенок должен это аккуратно все сделать и вот найти, сколько в среднем получается ежедневно. Вот такая задача порогового уровня, видите, что там, да, вот такое деление там натуральных чисел будет на этом уровне. Первый уровень, ну, видите, описание просто на какие-то простые знакомые вопросы, он будет отвечать. Ой, вопрос 2, опять же. Я что-то где-то напутала, наверное, да? У меня вопрос 2. Ну, наверное, вопрос 1 здесь должен быть, да, потому что там, да. Вот, потому что это самое... Нет, первый вопрос, он как раз ниже первый. Это я на том, видимо, там с прогнозом на этом уровне, да. А задание на считывание, как раз просто информации, сколько дисков там, вот, это как раз уровень будет ниже первого. То есть они его, естественно, не описывают, но тем не менее они выделяют некоторые, даже задания для этого уровня у них есть, да. Тоже к первому уровню относится, вот смотрите, просто по таблице, помните, да, вот с табличкой там далеко, Кристина с автомобилем, я уже не буду туда мотать, да, вы так понимаете, какая машина отвечает условиям Кристины. Есть несколько, да, то есть по каждой этой самой нужно посмотреть, удовлетворяет машина этому условию, да, вот тоже работа с натуральными числами здесь, сколько километров пройдено в натуральном год, там, да, ну и цена. Вот есть 3 параметра по табличке, она нужно найти, какая машина удовлетворяет этим условиям. Вот. Ой, про гараж я забыла, как исходную, наверное, я не дала. Ну, здесь задание, суть в том, что просто как бы вид сбоку, то, что у нас любят тоже в начальной школе, вот такие задания на уровне начальной школы и есть, да, как выглядит эта модель с другой стороны. Да, она там есть, там просто именно с другой стороны она дана, там, где дверь, а это как бы с обратной. Но это фактическое правое и левое, вот расположение двери, куда, вот этого окошка, куда она ближе, да, пространственное воображение. Вот надо было мне картинку сюда дать из условия, я упустила. И вот тем самым получается, видите, как бы такая диаграммка, подозреваю, что, наверное, вот как бы длина, она примерно тоже соответствует, да, количеству заданий, которые... И вот каждое задание, оно как-то попадает куда-то на эту диаграмму, позволяя описывать уровень учащихся, да, то есть если учащийся решает задание такого уровня, да, вот, ну, трудность – это тоже как-то вычисляемое количество баллов, там, по шкале вот каким-то образом определяется трудность. Вот то, что я сказала, вот даже есть задание уровень ниже первого, да, то есть они определяют, и именно это тот случай, когда нужно просто по диаграмме определить, да, то, что мы на чтение графика. Хотя я тоже, естественно, говорю, даже вот такой, потому что на одном графике, чтобы 4 там, да, вот объекта, показывая информацию, да еще и вот числа достаточно большие, ну вот... Да, нет, там проценты, это проценты уже выполнившие, да, это ответы, да. Рядом с каждым ответом стоит там ответ. Если 50 тысяч, это ответ. Да. А рядом стоит количество... Процент учащихся, которые, наших российских учащихся, не общие, а это по нашим учащимся, да, то есть где-то 90% с этой задачей из наших справляются. Вот.
Давайте попробуем, у нас еще есть время, давайте вот тоже такое задание. Попробуем определить уровень математической грамотности вот этой конкретной задачи. Да? Ну, хотите, давайте хором это сделаем. Фронтальная работа. Елена только что приобрела новый велосипед. Почему у него? У нее есть спидометр, который закреплен на руле. У него, да, все, понимаю, у него велосипед. Сразу хочется, да. Уже все. Спидометр показывает расстояние, которое Елена проехала, и среднюю скорость ее поездки. Значит, вот вопрос второй. Елена проехала 6 километров до дома тети. Спидометр показал, что в среднем она ехала со скоростью 18 километров в час во время всей поездки. Вот какое из утверждений верно? У нее ушло 20 минут, чтобы доехать. У нее ушло 30 минут, чтобы доехать. 3 часа. Невозможно сказать, сколько времени ушло Елены, чтобы доехать. Вот как бы вот я комментирую еще, да, такой ответ тоже может быть, не могу сказать или недостаточно данных, чтобы ответить на этот вопрос. Но вот когда нет четвертого варианта, можно обязательно вот так вот вставить и схитриться таким образом. Невозможно сказать, потому что... И надо сказать, что какие бы глупости здесь не были написаны вот в этом случае, все равно найдется такой 1, 2, там, 3%, которые будут это выбирать. Поэтому это, в тестологии это используется, эта история, в общем, вполне себе нормально. Итак, значит, да, она проехала 6 километров со скоростью 18 километров в час, средний, да, сколько времени у нее ушло, да, то есть нам нужно просто воспользоваться формулой, да. Ну, скажем так, не просто, да, потому что еще... Да, потому что у нас же там минуты еще есть, да, потом же перевод нужен. 20 минут писать, что это 1/3 часа. Это 15 лет, это ПИЗа 15 лет. Второй пороговый, натуральные числа, напоминаю. Ну, можно, конечно. Но третья часть, да. Нет, ну, как бы в начальной школе, да, бывают они, как бы, часть, но нет, все равно, да. Ну, давайте следующую посмотрим для сравнения, да. Следующее задание. Вопрос номер 3. Елена из дома поехала на велосипеде на реку, которая находится в 4 километрах. У нее ушло 9 минут. Она поехала домой по более короткому пути, 3 километра. Дорога заняла у нее только 6 минут. Какова была средняя скорость Елены во всей поездке? Во всей поездке уже дальше. Тут как бы, да. Какие есть версии? Ну, второй Все время, все расстояние делено на все время. Еще время. Так, либо метр в секунду, либо километр в час. Нет, там ответ на километр в час. Перевод единиц. 9-15. Второй вопрос. 1/4 часа. А вот третий вопрос, это, скорее всего, 4/4 или даже не 1. Нет, 1/4 часа на целых 25 сотен. Уже десятичная появляется. Уже не забираем. Нет, почему? Вы же должны 9 плюс 6, 15 минут, 15 минут перевести в часы, потому что у вас ответ километр в час. Ну, 1/4. 1/4 это 0,25 сотен. Уже десятичная. Зачем я умножу 4 Можно и так, можно частично вывести. Каждое движение.
Вот поэтому я говорю, вот это третья задача, это 4-й или 5-й уровень. 4-й уровень. А мне кажется, а что вы Голосовать будем или как? Итак, ставится на голосование. Да? Вопрос второй. Какой уровень? Второй или третий? Кто за третий? Кто за второй? Это третий уровень. Ставится на голосование вопрос 3. Четвертый? Четвертый. Кто предлагает четвертый? Подождите, кто-то предлагает. Я хочу все узнать. У меня нет графина, но есть, да, ставим. 5. Значит, мы голосуем 4 или 5. Правильно я поняла? Кто за 4? Кто за 5? Это 6 уровень. Но нет, вы знаете, как, да, сейчас, это, конечно, вы посмотрите просто, да, в условии средняя скорость, да, это как бы вот на том пути, да, а здесь среднюю скорость, вы сразу, да, это как бы немножко другое даже, да, понимание, да, да, да. Как бы идея все то же самое, но немножко разные, да, пожалуйста. Конечно. А тут мы говорим, да, да. Да, мы там даже забываем, да, сказать, что она там средняя. Да, да, наши дети, когда видят среднюю, считают среднюю. Да, да, какой вопрос был? Вопрос такой, в чем, собственно, причина, почему задания первого уровня простые, и такой маленький процент их выполнения? Сами не знаем. Вот бьемся, бьемся. Нет, ну реально, на самом деле, даже самые простые. дадут 20 задач, да? Я сделаю только вот. Те, которые точно знали, они посмотрят. Нет, конечно, в варианте там много разных, там будет и задания, да, то есть оно, поскольку там же никак не выделяется, то есть ребенок должен получить и сложное, и простое, да, что-то он выполняет, что-то он не выполняет, как обычно это происходит. Здесь уже вот в этом смысле ничего не происходит, все как всегда, как обычно, да. Там есть несколько вариантов, но тем не менее. Но я хочу сказать, что, конечно, это прежде всего отсутствие вот, на простых заданиях, которые почти предметные, да, и они это не демонстрируют, потому что они также не демонстрируют и предметных навыков, их просто там нет, они это не умеют делать. Нет, Они не решают, понимаете, а тут в контекст какой-то попадается. Они в принципе не умеют это делать. Поэтому здесь надо поднимать просто предметные, да, вот то, что на уроке обычно требования программы, да, вот, научить решать те задачи, а потом... Можно я просто вспомнила, когда у меня были настояния, мой класс у меня сидит, дали очень простую городскую контрольную средств, и они сидят, какой 20 минут, все сидят. Сидите, работа простая. Мы ищем подвох. Вот нет, это не так составлял, в чем подвох. Так не может быть просто, в чем подвох. Нет, подвоха столько не бывает, и кроме того, это, конечно, подтверждается всеми нашими исследованиями, да, тут это понятно, у нас же вот и национальные исследования проводили в 2015 году, там все, это абсолютно все подтверждается, но нет этого детей, мы этому их не можем научить, вот и все. Да. Вот, например, мы заранее эксперты уровень сложности, да? Один эксперт определяет, как обосновать, другой третий уровень, например, как прийти к консенсусу? Нет, тут нет консенсуса, нет, это тут нет консенсуса, я не знаю, как это делают они, да, но дальше уже по статистике. Как они ставят границы, да, я не знаю, но, конечно, вот уже как-то... Да. Да, нет, даже не по результатам пробации, они выдают эти уровни, как бы вот и задачи, и уровни, они выдают после проведения исследования, они до этого не выдают.
То есть, когда уже все выполнено, уже все сделано, да, и тогда они будут определять уже как бы уровни, и вот в итоговой статистике это все уже будет, да. Потому что они будут смотреть, вот я вначале показала вот эти качественные показатели, да, они, видимо, будут соотносить, чтобы определить, где ставить границу, да, будут смотреть на задачку, да, и где, и как ее выполнили, да, и что должны делать. До проведения исследования кто-то должен определить. Ну, может, они Чтобы определяют все сложность. сложности было. Или все- Нет, этот уровень определяется экспертно, но я тоже сказала, что ну, там не 6 уровней, там они дают как 3 уровня, изначально 3. Ну, там низкий, средний, высокий. И вот когда они нам там присылают задачки, когда мы смотрим, там вот просто даем замечания какие-то, еще что-то, да, то они, вот мы тоже на это можем сказать, да, что это не тот, это уровень надо повысить или понизить. То есть каждая страна высказывает свое мнение. И дальше вот это консолидированное мнение, вроде, иногда смотришь, ну, это не изменили, ну, правда, надо было изменить, нет, не изменили. Вот, а в другом где-то смотришь, изменили, послушали, значит, наверное, не я одна это как бы там что-то высказала. Но это просто оно же сливается вот в этот общий банк, там как бы идей и всего, что-то работа над этими вещами. После исследования работы будете? Нет, после исследования нет. Не знаю, а с другой стороны, не знаю, может, они дорабатывают. Нет, я думаю, что они даже не трогают. Потому что, смотрите, вот они проводят, вот сейчас, значит, 21 год, математика, приоритетные направления, новая концепция и новые задания. Дальше, значит, следующие 2 цикла, вот там в этом самом, когда там 25-й это будет естествознание, через 3 года это будет читательская грамотность, вот математика меняться не будет. И вот на этих этапах, да, мы тогда можем сравнивать. Почему я сравнивала 12-й, 15-й, 18-й год? Да? Потому что в 2012 году новая концепция, и это исследования проводились по одним и тем же заданиям, по одним и тем же тестам. Но это да, они свою работу проводят. Я просто то, чтобы вы понимали, да, что они просто так тоже не будут выбрасывать задачи. У них если задача, но только если там с ней прям совсем, наверное, что-то было не то, да, наверное, они ее выбросят. Вот. Но потому что им дальше нужно будет это все сравнивать и еще потом 2 цикла проводить на этих заданиях. Поэтому они их не будут менять. Иначе тогда сравнить ничего невозможно. Поэтому тут вот механизм вот этот вот так продуман. Ну, давайте 2 слова еще. Сколько у нас? Ну, да. А мы должны пойти в общий зал? Нет, мы здесь напишем. Да. Просто вот еще тоже важно, что 5-й и 6-й уровень, это действительно, ну, как я и сказала, такие вот высокого уровня, да, дети, которые уже там вот будут двигать планету вперед, что называется. 4-й уровень, вот они проявляют способность, имеют, да, вот 4-й уровень, он тоже важен, потому что как бы вот это такой потенциал хороший, с ним надо работать, чтобы его двигать, да, то есть у них есть способность подняться выше, да, они ее демонстрируют, поэтому вот это надо обеспечить. Ну, вот 2-й порог, я сказала. Опять же, вы видите, что у нас вот что читательское, что математическое, что естественно-научное, примерно 1 уровень. Да. Значит, видимо, это уровень системы образования в целом, как-то так. Ну, вот по этому вопросу, да, по вопросу применения. Еще они могут смотреть вот... Вот у нас Московская область тоже проводила, Московская область в последнем цикле отдельное давали, как бы отдельно участвовали. И в составе Российской Федерации отдельно, ну вот как бы у них там какие-то свои результаты. Они получились хуже, чем общероссийская выборка. Москва получилась лучше общероссийской выборки. То есть там достаточно серьезные такие разночтения. Но вот на этой диаграмме еще как бы они подводят как бы процент школ, которые работают на таком уровне, то есть дают большой процент детей, работающих в этом уровне. Ну и вот у нас получается, что у нас на 5-6 уровне, ну да, и детей мало, но и просто школ нету, которые там работают. В Московской области не то, что 5, на 4-м уровне получается, что мало школ работает, вообще даже практически никого нет на 4-м уровне, 2%. Да? То есть нужно работать с детьми, но надо и со школами работать. Вот то, что мы им объясняем, и про внутришкольную диагностику, да, вот это еще одна информация, которая дается и которая нам очень полезна. Так, взяли ручки, вдохнули. Ну, ручки, да. Значит, диагностика.